Эта неделя пролетела как один миг, и мы снова встретились с вами в студии программы «Бергаля Пряник» для того, чтобы выучить слова на татарском языке. Конечно, помогут нам в этом наши участники, давайте с ними знакомиться. Сегодня у нас в гостях Диана и мама Адиля Исянмесы. Здравствуйте. Исянмесес. Рады вас видеть. А во второй команде Амина и папа Руслан Исянмесес. Салам. Тоже рады вас видеть. Давайте познакомимся поближе с нашими красотками. Начнем мы с Дианы. В настоящее время Диана учится в 3 классе школы Елена Сервис. У Дианы много друзей, и она, как замечают многие, является душой компании. Уже в 5 лет свободно могла читать, писать, решать математические примеры и наизусть рассказывать очень длинные, емкие стихотворения, которые под силу не каждому взрослому человеку. Диана очень любит петь, и поэтому в этом году она поступила в музыкальную школу. Она любознательная, все свое свободное от учебы время посвящает чтением книг и познавательным передачам. Еще одним любимым занятием Дианы является приготовление различных блюд по собственному рецепту и, конечно, любит угощать родных и близких. Так же, как и у любого ребенка, у Дианы уже не 1 год есть мечта, она хочет стать известной телеведущей. Диана, скажи, пожалуйста, вот кто для тебя является примером для подражания среди телеведущих? Ну, мне очень нравится моя тетя. Она работает на ТНВ, Так. и мне нравится, как она хорошо старается. Как ее зовут? Диана. Все, Диане большой привет, конечно. То есть ты посмотрел на нее и решил стать тоже телеведущей? Нет, я мечтала о этом давно. Я даже ходила в Ералаш в детстве. Снялась в 2 роликах. Мне даже одна одноклассница говорит, что меня видела. Ну, вот она популярность-то уже, вот. А какую программу хочешь вести на телевидении? О чем она будет? Это там кулинарная, может быть, ток-шоу какое-нибудь, игра? Игра. Игра. Ну все, я тогда вот стану чуть взрослее и тебе с удовольствием уступлю свое место, например. Будешь вести программу «Бергаля Пряник». Ты готовишь блюда по собственному рецепту. Откуда эти рецепты появляются в твоей голове? Я смешиваю все, что попало, и получается. Вышел омлет в духовке, когда я смешала 8 куриных яиц и 1 столовую ложку муки. Супер, классно, вкусно получается. Ну, я думала, будет хлеб, но получилось. Если честно, то когда как, да? Но самое вкусное было, когда мы сделали фиолетовую пиццу. Мы у мамы выпросили к зарплате шоколад, очень такой особенный для фонтана в шоколадах. И внутри его был краситель и масло какао. Какао-маслом мы его добавили в шоколад и скушали с Надинкой. А вот краситель остался. И получился... Пицца Получилась фиолетовая. фиолетовая пицца. Пицца. Да. Адиля, почему именно творческая такая профессия? Телеведущая. Сложная очень. Я люблю говорить. Ты любишь говорить. Ну, душа компании, да? Душа компании, да, Действительно. безусловно. Много друзей у нее? На самом деле, да. За минут 10 может подружиться с любым человеком, с любым ребенком. Это и вот ее фишка, мне кажется. Одна подруга, она со 2 класса до сих пор со мной дружит. Самых настоящих друзей в жизни у каждого человека очень-очень мало. Вот я тебе желаю, чтобы ты нашла своих верных друзей, подруг, с которыми ты готова обсуждать все, что угодно и сколько угодно. Договорились? Ладно. Отлично. Знакомимся с еще одной героиней. Ее зовут Амина. Она учится в 3 классе. И только на отлично. Любит петь, играть на фортепиано, изучает английский язык, рисует и ходит в школу фехтования. Амина обожает животных, любит проводить время с семьей, путешествовать и ходить с мамой на различные постановки хореографические. Амина, по мнению ее классного руководителя, выразительнее всех из класса рассказывает стихи. Амина, а какой твой самый любимый стих? Не знаю, у меня их очень много. Например, «Стрекоза и муравей», «Красная ромашка», «Случай в подъезде». В общем, я обожаю стихи Александра Сергеевича Пушкина и Мусы Джалиля. Классно. А можно нам какой-нибудь услышать отрывочек? Муса Джалиль, красная ромашка, луч поляну осветил и ромашки разбудил. Потянулись, улыбнулись, меж собой переглянулись, ветерок их приласкал, лепестки заколыхал. Их заря умыла чисто, свежую росой душистой. Так
качаются они, наслаждаются они. Вдруг ромашки встрепенулись и к подружке повернулись. Эта девочка была, не как все цветы бела. Все ромашки, как ромашки, носят белые рубашки. Все как снег, она одна, словно кровь была красна. Вся поляна к ней теснилась. Почему ты изменилась? Где взяла ты этот цвет? А подружка им в ответ: вот какое вышло дело. Ночью битва здесь кипела. И в плечо со мной здесь лежал боец-герой. Он с рогами стал сражаться. Он один, а их 15. Он их бил, не отступил. Только утром ранен был. Кровь из раны заструилась. Я в крови его умылась. Он ушел, его здесь нет. Мне одной встречать рассвет. И теперь по нем горю я, как чулпан, звезда горю я. Молодец, аплодисменты. Действительно, очень трогательное прочтение стихотворения Мусы Джалиля, нашего героя, человека, который защищал нашу Родину и, конечно, сделал все, чтобы небо над нашим миром всегда было светлым и ясным. Руслан, откуда такая любовь к поэзии? Ну, у нее это с раннего ее детства, любовь к поэзии. Ну, я думаю, еще гены у нее очень мама любит, она у нас очень выразительно читает, очень выразительно поет, а мама к всему этому добавляет свой колорит, и вот получается такая уникальная у нас девочка. Классно. Амина, ты не думала стать актрисой в будущем? Я думала, но мое мнение полностью превратилось, когда у меня дома появился хомяк, и я начала больше обращать внимание на животных, и твердо решала свое мнение, что я стану ветеринаром. Раньше я хотела стать доктором, потому что смотрела здоровье. Потом актрисой, потому что поступила в музыкальную школу и начала там хором заниматься, сольфеджио, фортепиано, еще окружающим мир. И потом мое желание остановилось именно на ветеринарии, потому что я хочу, чтобы животных стало меньше чтобы животные стали меньше болеть, и у них достались хорошие хозяева, и чтобы они жили хотя бы немного меньше нас, но жили. Руслан, разделяете увлечение и желание стать ветеринаром? Ну, конечно, я ее полностью поддерживаю. Мы, как родители, ее полностью поддерживаем во всех ее начинаниях. Мы видим, у нее все это получается. А что может быть радостнее, то, что у ребенка все получается, в том, что мы закладываем, помогаем, и она все это реализовывает. Ну, супер, действительно, не по годам смышленые девчонки сегодня собрались. Желаем вам удачи и начинаем нашу программу. Сегодня мы с вами будем говорить о птицах. Это первый тур программы «Берегаляп Ирянник». Его правила очень простые. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных свойствах, каких-то элементах, схожести с кем-то. В общем, все говорят о птицах. Ваша задача угадать, о какой конкретно птице идет речь. Все они вам знакомы. Я думаю, что это будет очень просто. С кого начнем? С меня. Хорошо, Амина, давай с тебя начнем. Диана, потом будет для тебя тоже вопрос. Не переживай. Это я не против. Хорошо. Амина, внимание на экран, смотрим вопрос. Серого и коричневого цветов. А еще они предупреждают о приближении шторма. Они едят рыбу и кальмаров. Итак, Буревестник. что так пугаемся правильного ответа? Молодец, конечно, это буревестник. Умница, это правильный ответ. Буревестник по-татарски «дауыл-кыши». Действительно сказали, что прилетает во время шторма, «дауыл». Собственно, отсюда и перевод, мне кажется. Ну, не знаю, это уже к филологам вопрос. Продолжаем с вами изучать птиц наших. Диана, готова? Да. Смотрим на экран. Эти птицы похожи на воробьев, но они более яркие. На груди у них красное пятно. Их название похоже на первое холодание перед зимой в стужу. Зяблики?
Конечно, конечно, это зяблики, молодцы. Аплодисменты, конечно, за каждый правильный ответ. Не только аплодисменты, но и 1 балл в копилку команды. Зяблик по-татарски «кызыл-туш». Подсказывать важно и нужно. В нашей программе это не запрещается. Амина, следующий вопрос для тебя. Смотрим. Они питаются ягодами и гусеницами. Это очень красивая маленькая птица. А хвост и крылья у нее черные. Она поет очень красивые песни. Говорят, что эта птица предсказывает дождь. Итак, Иволга. Иволга. Да? Да. Да, молодец, правильно. Это Иволга. Вот, родители нам помогают. Это очень здорово, что родители, конечно, прям борются заработать 1 балл. Правильно делаете, конечно. Мы с удовольствием принимаем ваши подсказки. Это Иволга, а по-татарски эта птица звучит как шаулеген. Запомните, пожалуйста, уважаемые телезрители. Итак, еще один вопрос будет, Диана, для тебя. Готова? Да. Да, смотрим. Это хищная птица с маленьким клювом. Он похож на орла. Ну, меньше. Голова и горло у этой птицы белого цвета, а остальная часть тела коричневая. Итак, Диана. Коршун. Коршун, совершенно верно, да. Коршун по-татарски тильген. На очереди у нас 5-е слово. Его мы смотрим все вместе. А вот кто будет отвечать, узнаем чуть позже у нашего компьютера. Внимание на экран. Говорят, они приносят детей в узелках. А еще они любят гостей. К ним погостить прилетают и другие птицы. Итак, уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду, которая будет отвечать на этот вопрос. Итак, Амина отвечает. Аист. Аист. Уверена? Да. Серьезно? Да. Ну ладно. Правильный ответ, молодец. Поздравляю тебя. Да, поклон, конечно, как настоящая актриса. 1 балл достается команде за правильный ответ. Аист по-татарски ляк-ляк. Очень просто запомнить. Итак, друзья мои, пора подвести итоги первого тура. Впереди у нас пока Амина. С отрывом всего лишь в 1 балл. Диана, еще 2 тура есть впереди, чтобы догнать и, возможно, обогнать. Так что есть еще шанс. Мне не страшно. Ну и отлично, мы продолжаем нашу программу. Это программа «Берегаля Пиряник». Давайте вспомним слова, точнее, название птиц, которые мы сегодня выучили. Итак, Диана, как будет по-татарски аист? Ляк-ляк. Отлично. Амина, тебе птица, которая называется буревестник. Давулкша. Да, волкаша, бекяша. Диана, зяблик. Кызыл-туш. Кызыл-туш, прекрасно. Амина, иволга. Шаулеген. Шаулеген, прекрасно. И, Диана, тебе слово коршун. Тильген. Супер. Вспомнили мы с вами слова, и давайте приступать ко второму туру. Но прежде, я говорил в начале, что Диана любит наизусть рассказывать длинные стихотворения, правда? Да. Можно песню спеть? Я их очень люблю. Ой, давай песню, конечно. Дед, поднявшись позаранку, к внучкам в комнату спешит, доброй весточкой утешить. Вас пришел я, говорит. Все зимы вы ждали, детки, надоело вам давно. Осень хмурая с дождями, посмотрите-ка в окно. За ночь выпал снег глубокий, и мороз, как в декабре. Уж впрягли в салазки жучку ребятишки на дворе. И тормошит дед раскыши глазки сонные внучат, но на старого путишки доверчиво глядят. Прекрасно, супер! На экране появится 9 ячеек, 9 картинок. Вам нужно запомнить, где какая птица находится. Вот и все. Задание очень простое. Сейчас вы их увидите на экране. Вот в таком порядке будут наши цифры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Итак, 15 секунд. Запоминаем наших птиц. Итак, время вышло. Давайте узнаем, насколько хорошо наши участники запомнили эти картинки.
Итак, начнем мы давайте с Дианы. Готова? Да. Да. Давай, Диана, где находится буревестник? Буревестник находится в первом ряду на второй. В первом ряду, во второй ячейке. Ячейке. Да. Открываем? Да. Открываем, пожалуйста, проверяем. Там находится буревестник, молодец. А еще помнишь, под какой цифрой находился? Да, под 8. Это мы узнаем чуть позже. Амина, тебе вопрос. Где находится Иволга? Мне кажется, 4-й. 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 Хорошо, давайте открывать ячейку. Ячейку номер 4. Там находится прекрасная Иволга. Молодец, супер, отлично. Итак, Диана, вопрос тебе. Где находится Коршун? Коршун находится в последнем ряду 7-й ячейки. В 7-й ячейке. Открываем номер 7, проверяем. Там находится Коршун, великий, могучий, ужасный. Амина, где находится Аист? В первом ряду, в первой ячейке. Точно. Точно. Мне кажется, был самый легкий вопрос. Открываем ячейку номер 1. Там, конечно, находится Аист. Отлично. Итак, 5-й вопрос. На очереди попрошу наш уважаемый компьютер выбрать команду, которая будет на него отвечать. Итак, Диана, Аделя отвечает на этот вопрос. Скажите мне, пожалуйста, где находится зяблик? Зяблик находится в первом ряду в 3-й ячейке. Проверяем, открываем. Слушайте, ну это невозможно. Вы все отвечаете правильно. Так, это интересно. Балл достается тебе. Диана, я тебя поздравляю. Отлично, очень здорово, что у вас хорошая память. Сохраняйте, пожалуйста, ее до конца. Подводим итоги второго тура. У нас ничья. А это значит, что в 3-м туре будет очень и очень интересно. Не переключайтесь. Это 3-й тур программы «Бергаляп и Ряник». Давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Итак, аист – ляк-ляк, буревестник – дауылкышы, зяблик – кызылтуш, иволга – шаулеген, коршун – тильген. Мы готовы приступить к решающему туру нашей программы. Прямо сейчас для каждой команды появятся картинки. 3 картинки. Все они связаны только с одной птицей, которую мы сегодня выучили. Чего я первая? Хорошо. Ваша задача угадать, о какой птице идет речь. Раз Амина вызвалась быть первой, то тебе и отгадывать. Пожалуйста, 3 картинки. Так, аист. Почему? Потому что он ест лягушек, у него такой клюв, и он доставляет детей. Но мне добавить нечего. Я не знаю, что еще сказать. Это был правильный ответ. Молодцы, это действительно аист. Да, красные палочки ест лягушек и приносит нам детей. 1 балл получает команда. И продолжаем 3-й тур вместе с Дианой. Диана, то же самое. 3 картинки. Это птица какая? Буревестник. Буревестник. Почему? Потому что он в море, есть такая конфета. Буревестник. Так. И Я не знаю. это Максим Горький. Максим. Да, с ним тоже буревестник непосредственно связан. Это правильный ответ, молодцы. 1 балл достается нашей команде. Поздравляю. Спасибо. Уже все подсчитали. Да, друзья мои, сегодня в нашей игре побеждает дружба. Вы большие молодцы. Всем нашим участникам, конечно, мы дарим подарки. Нашим участникам мы дарим памятные подарки от нашей программы и телеканала Шаян ТВ. Надеюсь, что мы с вами встретимся еще раз и будем учить новые слова. Ну а пока, друзья мои, уважаемые телезрители, с вами мы прощаемся ровно на 1 неделю, чтобы еще больше татарских слов выучить вместе с вами, нашими участниками. До встречи. Сау булыгыз! Сау булыгыз!